Всем привет, друзья! У кого-то день начинается с чашечки ароматного кофе, у кого-то с утреннего секса, ну а у меня день начинается, вы не поверите, вон копание грядок. Вернее, не столько из-за грядки, как поиск червей, скажем так. Ну, совмещая полезное с приятным, вот почти пол майонезного ведерочка накопал червей. Ну и заодно около метра грядки. Так что наша грядка теперь для посадки моркови там и еще чего-нибудь практически готова. Осталось принести еще навоз, перелопатить все это, и все будет готово. 23 мая, 6 часов утра. Мы уже где-то около часа не спим. Встали сегодня чуть пораньше, несмотря на то, что вчера легли поздно. Потому что сегодня у нас рабочий день. И до работы надо успеть проверить наши продольники. И что сегодня мы наблюдаем? Мы сегодня наблюдаем, что 23 мая появился, раскрылся вот первый цветок. Вчера прошел дождь, видать, тюльпаны получили влагу. И вот первенец наш раскрылся. Скоро вот желтенький раскроется тоже. Скоро здесь будет красота. Ну все, погнали. Время не ждет. Сегодня надо все делать быстро. Проверить, съездить на работу, проверить и домой. Сегодня, скорее всего, сделаем вечернюю проверку выходной. Вместо вечера проверим днем. Ну, ладно, все это мы увидим, что говорить. Погнали. Ромка не хочет быть звездой экрана, уходит вон. Порыбачил уже, а я только на рыбалку. Вон, что у нас по воде. По воде мы видим, что вода стоит с вчерашнего дня ровненько на одном месте. Это, можно сказать, наверное, она остановилась. Значит, возможно, пойдет на спад. С одной стороны, это хорошо, неплохо. Все, погнали, не теряя ни минуты. Время не ждет. Кажется, дождичек начинается. Набегает туча. Ну и ладно. Сегодня я взял плащ-парку, так что мне не страшен этот дождь. Погнали. Опа. Поехали. Вчера здесь был утром налим. Сразу, не отходя от кассы. Сегодня у нас здесь язь. Опа, бля. Вот так вот. Дали ему шанс, и он им воспользовался. Порвал губу. И окушок там еще один. Ну, посмотрим. Первая рыба ёрш. Первая рыба у нас сошла. Хороший язь был. Я просто, честно говоря, борзанул. Сачок приготовлен. Я решил ее поднять так. Ну ладно, что теперь? Не хрен брызеть. Дам шанс, дал шанс. Ладно, пусть гуляет. Так, наверное, лучше видно, да? Ага.
дальнейшем борзеть не будем. Будем пользоваться сачком. Так, натяжечка есть. Вижу язя. И там, походу, еще дальше натяжка. Раз. Ага, там еще один есть. Блин, как хорошо дергает, да? Ёшкин ты кот. Куда зацепился? Раз там еще что-то есть. Еще один есть, но он далеко. Надо будет снять этого. О, как хорошо заглотил. Молодец. Кушать хотел. Кушать хотел. Редко так, когда заглатывает. Видать, крючок маленький попался. Ах ты, гад. Да тихо ты будь. Вот это да. Этот бы 100% мой был. Да вот не надо этого делать. Не надо. Да тихо. Да что такое? Блин, еле отцепил. Первый раз такой в жизни. Чтобы я тебя так долго цеплял. Не убежал еще? Нет, еще и здесь. Третий. Вот как-то так будет надежнее. Ты есть, а? Нормально. Отлично. Янскада. Так. Что непонятно, вроде бы натяжечка есть, никто не дергает. А, идет, ясь. Затихарился. Раз. Тихушник, блин. Само спокойствие. Язиха. Спокойно. Вот. Ладненько. Поехали дальше. Опачки. Так, натяжка есть вроде бы. Ну да, поднял в сторону. Язёк идет.
Раз. Язычек. Раз, два, три. Все. И на том спасибо. И на том скажи спасибо. Так. Иди-ка сюда. Опачки. Натяжка есть. А нет, это в кусты. Зацеп опять. Зацеп кусты. Бляха. Кто-то в кустике опять завел. Кто-то в кустике опять завел. Вот так вот. Бывает и так. Ну ладно, стал продольник немножко короче. Иди сюда. Ну, дай налимчика, дай. Налимчика дай. Давно налима не было. О, налим был. Запутал весь продольник. И ушел по ходу. Весь запутанный продольник. Что-то сегодня третий продольник. О, язычек. Язычек. Это дружочек или не дружочек? Дружочек. Но этот я не мог так запутать. Там был кто-то помощнее. Что-то сегодня не густо, так скажем. Хотя видно, что рыба была. Третий продольник запутанный весь. Но почему-то они сегодня не дождались меня. Ладно. Потихонечку, потихонечку. Улов растет, и то хорошо. Тыла, 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 тыла. Лок, 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 лок. Ага, натяжечка. Опа, опа, опа. Язь. Слабо зацеплен. Наверное, уйдет. Так, за ним второй ушел. Второй ушел. Ну и ладно. Ушел, обещал вернуться. Этот был слабо зацеплен. Думал, этот уйдет. Нет, ушел тот. Тот покрупнее немножко был. Вроде уже немного времени прошло. Проверил ночью. Сейчас раннее чистое утро. Нет, все равно сходят. Что уж говорить, если не проверять сутки. Конечно, все уйдут. Чем рыбалка на продольнике, это чем чаще проверяешь,
тем больше рыбы. Не то что, ну, как сказать, из-за частоты проверок, а то, что не будет срываться. Тут можно, если серьезно заняться вот такой вот рыбалкой, я не знаю, думаю, в день, ну, флягу точно, ну, вот таких вот двадцаток, ведра 2-3 точно можно поймать, не напрягаясь. Раздеться, загорать. Вот сегодня я в свитере не снимаю, думал, может, ветерок, потому что с утра был небольшой. Сейчас ветра нет, полный штиль, палящее солнце и реально летняя жаркая погода. Я весь уже употел в этой одежде, но раздеваться не будем. Все-таки это май месяц, это не июль, все-таки река холодная. Лучше пропотеть, чем продует. Русановские поехали. Приехали, вернее. У них связь с райцентром только через Покчу или через понтонную, не понтонную, а перевозчик, баржа перевозит. Но в основном народ ездит здесь вот на лодках, переедут 3 километра, а тут уже асфальтовая дорога. Иди сюда. Ага, ага. Язычек. Буйный-то какой, а. Раз. Блин, зацеп, что ли, там, не пойму. Да ёшкин ты кот. Два язяка тянет, как будто, не знаю, как катер, блин. Ну, уже хорошо. Инцкадан. Уже хорошо. Красота. Где-то на некоторых речках, но реках нет язя. Вот я сейчас как бы общаюсь с многими друзьями на канале. И где-то вот этот язь за счастье вообще. Где-то язь есть, но он больной, говорят, червивый там, все такое. На реке Печора язя много, и язь чистый, язь вкусный. И получается весной он натурально кормилец получается. Наловить язя, и весь год ты с рыбой. И можно кучу блюд с него приготовить. У меня даже ролик есть. 101 блюдо из язя. При желании можно и больше сделать. Сделать фарш элементарно с мяса язя. А с фарша уже это можно только включить фантазию и приготовить не 100, а 1000 блюд. Так что язь — это кормилец на Печоре. Кто бы что ни говорил.
Опа. Опять запутано все. Опять хулиганили. Опять хулиганили. Так, чё? Кто-то есть, давай вытянем его, пока не сошел. Хулигана этого. Хулиганчика. Или хулиганиху. Хулиганиха. Хулиганиха. Брюхатая хулиганиха. Так, а теперь получается, это хозяйство все выкидываем обратно. И потом уже поднимаем груз. Течение здесь не сильное, язь, получается, поднимает против течения и запутывается об основную эту веревку. Круг 2 и пару часов распутывания обеспечения, если долго не проверять. Иди сюда. Иди сюда. Ну чё, налим-то будет, нет? Или все уже? Прошла пора налимья. О, натяжечка. Ох, куда унес. Язь Иваныч. Раз. Некоторые спокойно так идут. Так, там мелюзга, плотва. Язь Иваныч. Ну-ка, что там? Подъязок. Ладно, живи. Сейчас многие скажут, я знаю, в комментариях, зачем ты язя отпускаешь? Он же вредитель, он же саранча. Да пусть живет. Язем больше, язем меньше. Это природа. Если язя развелось на Печоре столько, значит так надо. Раньше его было меньше. Раньше, помню, за этим язем, вот рыбаки-промысловики ловили его на профилях, там выкашивали профиля. Ну, это у них профессия такая была, рыбак-промысловик, заготовщик. Он заготавливал мясо, пушнину, дичь, ну и ловил рыбу, и сдавал в сельпо. Так вот, привезут, допустим, 2-3 ведра этого язя бабули, и так вообще, у кого есть время, очереди стояли, занимали заранее очередь за 2-3 часа до открытия магазина, чтобы первым успеть. И была норма, то есть не продавали язя, не помню, вот ценник не помню какой был, что-то может быть 50 копеек килограмм, да приблизительно, ну, скажем, не помню точно, врать не буду. И давали, допустим, в зависимости от того, сколько рыбак поймал, если много поймал, там по 2, по 3 язя давали в одни руки. Если мало, по одному язю. И народ стоял в очереди. Брали с собой и детей, у кого была такая возможность, внуков, внучек, чтобы, допустим, давай очередь стоишь, мне 3, тебе 3.
Сейчас этот яйц даром никому не нужен. Ну, в деревнях, в городах, конечно, его возьмут. Как-то привозил ух ты, ведро вот такое соленого язя, когда в Ухте работал. И ребята разобрали за милую душу. Я говорю, по многу не берите, чтоб всем досталось. Ну вот. Им за счастье было, потому что не у всех есть возможность вырваться на Печору, половить язя. А так, на реке у нас в деревне и так вообще язя не ловит только ленивый. Язя много. Кто не ловит совсем, есть желание, можно купить недорого. Так что язем обеспечены все. Слышно, пашут где-то, лошадь погоняют. Из-за аномально теплой погоды в этом году начали уже в мае народ пахать, сажать. Вообще уже с ума посходили. Раньше родители мои говорили, раньше 10 июня никто не пахал, не сажал. Теперь чуть ли не 10 мая сажают уже, блин. Ну, я обычно... Блин, чуть-чуть не получилось. Ай. Я обычно сажаю 1-2 июня в среднем. Обычно как получается. У отца покойного было 2 июня день рождения. И зачастую совпадало. Мы или пахали, или сажали в этот день. Ну что, у нас осталось 2 продольника. Не теряем надежду поймать налима. А на последнем будем ждать гирлянду язей. Так, это что-то у нас продольник уже вообще рядом с кустами. Надо будет перекинуть его, тем более вода остановилась. Иначе запутает в кусты. Ага, уже в кустах. Рояль в кустах, блин. Раз. Раз и на матрас. Да успокойся, ты успокойся. О, уже без крючка. Ух ты, ух ты. Сачок разломался. Надо будет подкрутить. Болтики раскрутились. Иначе мы потеряем его. Так, все. Дальше все как обычно. Ну вот, подъехали к крайнему продольнику. Ну, блин. Лодка колом встала. Приготовим подсак. На всякий случай. Случаи бывают разные. Надо быть готовым ко всему. Так, ага. Есть такая буква в этом слове. Там еще. Опа. Там еще натяжка есть. Так. Первый пошел.
Ну-ка, что там? Ух ты, какой ты. Ух ты, какой ты буйный. Ух ты, какой буйный. Некоторые идут спокойно-спокойно. Некоторые вообще неспокойно. Опа. Блин. Сколько хочу спилить этот тросик, все никак руки не дойдут. Ну вот, 2 язя. Не 3, не 4, как обычно бывает на этом продольнике. Но 2 тоже неплохо. Главное, не пусто. Итак, что? Та-дам! Ну, немножко поменьше. Не пол ведра, не полный. Но треть ведра есть точно. Так что килограмм 7-8 езей. Не знаю, сколько штук. Если вы смотрели внимательно ролик, вы, наверное, посчитали. Неплохо, неплохо. Ну а теперь быстренько насаживаем, отпускаем. И на всех парах летим принимать груз. Сегодня у меня рабочий день. А встретимся уже после того, как я сделаю свою работу. Это будет днем. После обеда где-то, возможно. Постараюсь все сделать быстро. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.